Друзья, здравствуйте! Мы с вами находимся в том месте, куда гостей города не возят, куда туристы абсолютно не ходят. Отъехав от центра города, оказавшись в 17-м квартале, и мы прямо сразу с остановки наблюдаем удручающую картину. Горы мусора, лежащие и не убирающиеся. Чтобы пройти сквозь эту грязь, нам нужно вооружиться вот сапожками. Мы пройдемся по 17-му кварталу, ощутим всю жизнь людей, каково их оставили здесь выживать. Да, это больная тема для администрации города Якутска, 17-й квартал. Но мы покажем всю суть, как здесь вынуждены выживать люди и вынуждены существовать. Очень много заявок от людей с призывом о помощи с 17-го квартала. Их просто бросили. Ничего не убирается. Почему этот 17-й квартал до сих пор не расселили? Это остается загадкой на бумаге. В таких условиях люди вынуждены жить, точнее не жить, а выживать. Да, это люди сами набросали, в этом их тоже есть доля вины, но управляющая компания не хочет убирать мусор и не хочет обеспечивать хорошие условия для людей. Люди чем могут, тем утепляют свои жилища, кто во что горазд. Полные, забитые мусором. И, к сожалению, на данный момент, на 5 мая, они не вывезены. Жители вынуждены пробираться по такой грязи, по импровизированному мосту к своему жилищу. Зайдя в подъезд, мы прям видим, в подъезде вода стоит. Здесь проходила траншея, из-за которой весь этот потоп происходит. То есть траншею закопали из-за стройки. Да, то есть получается траншею сломали. Там насос стоял. Когда вот стройку начали строить, нас же топить сразу стало. Они сделали колодечки там. Чтобы вот эта вся вода шла в колодец. Но колодец маленький, и вся вода не успевает, и все прямо к нам. И у нас тут котлован. И вот там озеро каждую зиму, каждую весну топит. Вот нынче тоже это бежало, и все там зыто. И начало бежать, таять сейчас весной. Сюда бежало, там бежало, вот 39-й дом. Вот трактор приехал, все здесь кучу, и вот прямо вот сюда, вот кучу. Все сюда свалил. Я еще в окошке, в отпуске. Думаю, сейчас подойду, спрошу. Пока одевался, он уже уехал. Пока не возил, просто сюда в кучу собрал все. И плюс со стройки сюда все бежал. И вот это. А это строит что, дом многоквартирный? Это даже Джода же. Джода? Уже не строит. А, это все вот так вот бросили, Да, они все, вот, да? да, они вот это бросили и все. Бросили, представляешь, это вот китайцы должны Да. были, да, получается? Все бросили. Все разворовали, все этот забор. Вот я вот охраняю, лишь бы вот у меня вот стоял дом маленький, а то куда смотреть-то? А там все разворовали, весь профлиз, все доски, все поукрали. Да. Вот это памятник. А, и вот это. Он как на горе стоит. Да, он Да, и высоко. все. И все вам. Да, Все вам. Когда вот тут вода, такие по этим бревнам ходит. Сейчас трактор качает, потом он уедет, пересменок есть. Еще приедет, и приедет маленький. Как маленький трактор-то, то Ага. Вот он там стоит, качает, вот он вот заворачивает. Туда насос ставит, качает тоже. А так вся помойка, вот все квартал, там они вот у них помойка. Я вам все сюда вот эту, все вот он.
Все к нам это говно, все это бежит. И у вас тут получается как это, да? Котлован. Котлован, да? И вот поэтому... Помойный океан Да, получается. Получается, все вам сюда попадает. Вся помойка. Когда сегодня или завтра обещают. Кошмар. Каждый. А по расселению что? У нас что-то Обещают? в 25 году, что ли, якобы. Неизвестно, короче. Но это так, только по бумаге. Так, ничего. Если уж там многодетные живут, еще А бабушка. никто к вам не приезжал, никто не... После вот того, что вот опубликовали же, да? А, это приезжали с этого? Кто приезжал? Как журналисты, Ага. я не знаю откуда. Меня не было дома, жена ходила, они с соседями ходили. Ага. На 39-й к нам ходили. Я не знаю, откуда они, с Вести или с Саха, или откуда они приезжали. А, ну то есть, понятно. Журналисты были, да? Да. Больше никого не было. А вот с управляющей компанией... А, с- женщина приходила какая-то, я не знаю, кто она такая, посмотрела, что-то фотографии. Как раз вот журналисты были. Ага. Перед, должны были журналисты, и она вот перед журналистами проходила, и уехала. Или с управы она была? Или... Есть право, я не знаю, короче, знаете, кто эта да? женщина. И все. Так что, так мы дома сырость вообще. Мы взрослые, а там дети вообще какая-то Да-да. сырость. Они еще кораблик умудряются пускать. Прямо дома. Нифига себе. Это надо заснять. А вот у них это старшая в YouTube же выложила. Вы, наверное, видели? Вот. Она как раз пришла с учебы, а потом она пришла и заходит. Я, говорит, уходила в кроссовочках и махом как все. И все, вот она и начала, и вынесли сапоги, и она давай там фотографировать. Как так? И бабушка там у них. А тут вот край дома, он подгорел, что ли, из-за чего А это? Тут проводка старая была. Она, видно, плавилась. Это года 2 назад. И вот она туда капала и начала говорить, хорошо, я дома был. И давай там это тушить, тут соседи подскочили. И вот у меня бочки, огородик там маленький, и бочки. Вот затушили, успели. Потом пожарники приехали. Да, вот прям тут же вот видно провода. И вот они потом новую проводку сделали. А то большинство все съехали. Потому что невозможно жить. А здесь Снимает. сколько, получается, живут туда живет? Ну вот в нашем подъезде мы 3 живем, 3 семьи. И тут 2 семьи живут. Остальные все разъехались кто-то. Что невозможно. Да. А это, получается, многодетная, да, семья? В 11 квартире. После того, как люди выложили видео по адресу Пионерская, 43, привезли помпы и начали откачивать воду, когда вызвало общественный резонанс. А так мэрия бездействует. Вода стоит здесь, не уходит никуда. То есть, да и некуда уходить. Здесь вот выкачивали где-то дня 2, наверное, назад, может меньше. И в итоге мы наблюдаем картину, что вода снова присутствует. И эта вся водичка льется в дом. То есть это бесконечный сосуд по выкачиванию воды из домов. Адрес Космонавтов 6, 17. Мы находимся в квартире. Конечно, вот открывая подполье и видим, что там полное подполье воды. Вот, там все внутри сгнило. Здесь вода была, находилась. То есть люди вынуждены были ходить в болотных сапогах в своих же домах. Ёкарный компот, и как вот проходит. Сейчас в данный момент отсюда будем выкачивать. А в самой квартире что творится? Там тоже. О, прикиньте, тут прям насос стоит в доме. И вон видно следы воды. Там вот тоже вода стоит. Или какая ситуация, в каких условиях люди должны жить. То есть виден уровень воды. Это вот по сих пор вода стоит прям в квартире.
люди вынуждены бросать сами насосы и откачивать воду. Здесь вот прям в подъезде вода стоит, и в квартирах по-любому тоже вода стоит. С этой стороны, получается, канавы нету, из-за этого тонет дом. Он очень сильно в низине находится, проваливаться, можно обратить внимание. Вот, водичка сливается сюда, то есть вода уходит сюда. И вот, сюда идет. да, по канаве уходит в ту сторону. Скажи, что снег не убирали. Это из-за снега. То, что снег на 17-м квартале не вывозили и не убирали, из-за этого все затопило. Мы находимся с вами все в том же месте. Это гетто Якутск, 17-й квартал. Но здесь и есть элитные многоэтажки. И все так же возвращение в реальность. Так, это улица Халтурина. В подъездах пока не видно воды. И по такой грязи люди вынуждены идти. Адрес Семилетка 9. Приехала НЖ откачивать. Так, пойдемте. А я же через этот, через забор живу. Но все равно. А тут-то что, как прошла? О, А я тут по креслу лазила. О, вот так вот ходить. вот так вот приходится людям ходить. Я тут сейчас через кресло, так же как... Специально сапоги вот взять. Ай, руку. Я вообще боюсь. Посмотри, как они ходят, да? Вот так вот через кресло должны Вот ходить. так вот, смотрите, это же ужас, а? Кошмар. Ну это что такое? Ну как можно? А, я еще хотела это. О, да тут кораблики можно запускать. От этой воды еще будет. Офигеть, ну. 30 числа вот только вот сколько мы заказывали, но С 30 числа? Да. И это все время Да, бездействовали? это уже бесполезно. Так, продолжение. Я вооружился. Ну, посмотри. О, тут как подводная лодка, Я не ё-моё. говорю вам, у меня смотри, вот сколько. Вот я в сапогах стою, видите, полностью уходит нога. А там все, мебели плохо. Ну, вот все это. Капремонт ни разу не делался. О, это Ага, вот помойки. эти вот баки поставили специально воду, чтобы мы туда не бросали. Понимаете? Ха. Вот так вот они нам делают всегда. И приходится вот сюда. Всю зиму говно лили просто так сюда. Это бесполезно качать. Бесполезно, ага. И, Вот эта вот вода вот сюда заходит. Вот. о, так это не одну машину придется заказывать. Вот это озеро нам надо убрать, чтобы нам вода не шла. То есть вообще- из-за этого Я озера. еще хочу сказать, вот эти два дома снесли 2 или 3 года назад. Да? Им всем квартиры дали. Да? Всем им квартиры дали. А нынче опять они в списке на получение квартиры. Это что такое? Это как так? Ну вот так в списке есть. Вот посмотрите, нынешний список я вам покажу. Семилетка 11. Я сейчас покажу. Я все сделала. Я самому миру написала, что это такое, говорю. Вот, смотрите, семилетка 11. А это откуда взято? Это вот информация? нынешнее было Ага. распоряжение. Вот оно. Вот сейчас я где первое. А само распоряжение есть? Сейчас я где-то вот было, вот А 7 лет к 11 перенаселение. Вот
Ага, Ага. ну а список Вот на они. 21 год. Они вошли в вот этот дом. Вот этот дом. Нет, вот. Вот его нету, которого его нету. Нету, Да. да. А, которого нет. А ваш дом не вошел. Ага, не вошел, хотя мы есть в списке. А вы есть. Вы существуете. Ага, этим уже это квартиры дали, а они опять в списке. Ну что, это деньги, что ли, они вот тогда берут? издевательство вообще. Эй, Был, да? А на самом деле ни разу не было. Осторожно тут. и вот так люди вынуждены идти к себе домой. Вот это вот сюда. Ай, ужас. А соседа нету, да? Спасибо. Наверное, тоже вода есть. Вот это и вот мы в сентябре подняли вот столько. О, ну У да. нас пока нету, но там Ну. уже вот столько осталось, где дырка. Ага, то есть у вас поднятый пол. Поднятый, и все равно вот Да, это ну вот здесь вот видно, вода у вас стоит. И так утопает в воде, Ага. хлюпая по лужам, жители вынуждены добираться к себе домой. Управляющая компания Union бездействует вообще абсолютно. Постоянно потопы, все жильцы жалуются. Заявки принимают, никого не отправляют, никакие работы они здесь не делают. Весь район, можно сказать, вот в таких вот условиях проживает. Это в каждом доме вот так. Ужасно. Вот идем. Ой. Вот идем. В общем, печальная картина. Отойдя от дома семилетка, где только что снимали сюжет, мы столкнулись с небольшой преградой. Ладно, у меня есть сапоги керзовые, я могу пойти, а вот Виктория в кроссовках. Ходил по щиколотку в воде, вот так вот в квартире. Вот. Вчера буквально сами нашли помпу, мотопомпу, нашли сами, качали 3 часа, где-то часов до 9, наверное. Ужас. Потом приехали эти специалисты с этого, как его, Управляющая компания. да, с управляющей компании, ага. Поставили уже свою электрическую помпу, вот, включили, все, мы тут ходили, всю ночь караулили, шланги проверяли, смотрели, как насос работает. Она-то у них электрическая, потому что это опасно. Сейчас, не дай бог, какая-нибудь искра, и все, дом полыхнет. Вот. Ну все, до утра откачали. Все, утром уже где-то, ну, уже не утром даже, а часов 9, наверное, где-то. Не, какой в 9? Часов 12, наверное, уже даже. Все, помпа начала воздух прохватывать, ну, то есть она уже все откачала. И все, мы ее отключили. Вот. Ну, сейчас, слава богу, пока. А сейчас идемте со мной. Эксклюзивные вам. Эксклюзивная съемка будет. Сейчас вы просто будете в шоке. Заходите. О, я так еще не заходил. Офигеть. А вот теперь придется. Это вот так вот вы заходили домой? Да, мы так и заходили. Смотрите, что творится. Вот. Смотрите, что творится. Вот я сейчас свет еще включу. Вот, потому что здесь было пройти невозможно. Воды вот так вот стояло. Я вот в этих сапогах, я сразу промокал. Вот так вот заходим и выходим. Вот. Вот, и Дальше тут вот прям смотрите, что поддоны творится. лежат. Здесь Да, мы все коврики. на поддонах тут вообще бардак конкретный. У нас такого вообще никогда не было. В воде было, вот смотрите, поддоны наложили, вот так вот воды было, вот. Они плавали у нас. Да мы не только потратили, они вызывали мы дня 4, наверное. 4 дня их вызывали. Да. Они все, подождите, потом. И в итоге
потом никак. Нашли сами нашли помпу, мотопомпу. Вот, сделали, починили. Вот, кстати, Ваня вот, с которым я сейчас работаю, он за свои деньги купил переходники. Вот, мы сами починили шланги, вот, подсоединили, запустили помпу эту. Вот, и она у нас вчера буквально, только вчера она у нас качала 3 часа. Ну, у нее производительность где-то кубов 15, наверное, в час. Вот за 3 часа где-то вот так вот убавилось. Ну, потом приехали с управляющей компании уже люди. Мы свою помпу отключили, заглушили все. Они подсоединились, поставили, мы шланги, половина их шлангов было, половину наших. Вот, подсоединились, подключились, все, и откачали. Вот до утра, вот теперь, вот это сегодня утром все сухо. Ну тут бардак, черт ногу сломит. Ну да, тут как Мамай прошелся. Да, тут хуже Мамая, тут, наверное, 3 Мамая прошло, не меньше. А у вас это вот каждый год или в этом году? В этом году это первый раз такой. И из-за чего? Из-за того, что снега было много, Да, и вот. мощная тайка пошла. Да, вот. То, что снег не убирали. Да, и снег не убирали. И вот эти вот лужи, видите, эти вот все лужи, они к нам заходили. Они к нам прям в дом прямым ручьем. Да там не то чтобы ручей, там просто, ну, чуть ли не река. Идет прям в дом напрямую, конкретно, в наглую. Человек свои личные рукава приобрел, чтобы откачать воду в доме. В подъезде мы вот так вот через зиму прожили. Ну, правда, этого поддона не было, а эта протопчена была. А вот у нас специальная дырка, откуда... Это специальная дырка для откачки. Вот, и там вода до сих пор стоит. Да, и они там помпу туда погружают, электрическую, и оттуда качают. Ну, это вот хорошо, они вот вчера уже поздно вечером мы уже свою помпу начали вроде как бы сворачивать, или уже думали сворачивать. Тут они подъехали. Вот, они подъехали и свою электрическую помпу воткнули, мы свою убрали. Ну, вот сюда. И она вот до самого чуть ли... Да часов до 11, до 12 они качали. Ну, дня, сегодняшнего дня. Соседний дом с Халтурина. Тоже лужи, грязь. Там свалка. И зато Лухари Катя стоит.